Сегодня мы поговорим о специальных инструментах защиты и борьбы с дистанционными финансовыми мошенниками. Я хочу вам рассказать об одном интересном и очень полезном инструменте. Это проект «Мошеловка». Эта инициатива Общероссийского народного фронта ОНФ направлена на борьбу с мошенничеством в интернете. И этот специальный проект был запущен для профилактики киберпреступлений, для защиты граждан от онлайн-мошенников и повышения цифровой грамотности населения. Основные цели проекта – это выявление мошеннических схем. Проект занимается анализом и выявлением новых способов обмана, которые используют злоумышленники в интернете. Также это информирование граждан. Народный фронт регулярно публикует предупреждения и рекомендации, чтобы пользователи могли распознать мошенничество и избежать потери денег или личных данных. А также эта платформа выступает как взаимодействие с правоохранительными органами. Ведь собранная информация передается в соответствующие органы для дальнейшего расследования и блокировки мошеннических ресурсов. Также это платформа для обучения цифровой грамотности. Проект включает образовательные программы, которые помогают людям лучше ориентироваться в интернете и защищать свои данные. Как же работает мошеловка? Сбор информации. Вот именно так она работает. Она собирает информацию. А Народный фронт анализирует жалобы граждан, сообщения о мошеннических сайтах, фишинговых рассылках и других видах киберпреступлений. Это проверка данных. Эксперты проверяют подозрительные ресурсы и схемы, чтобы подтвердить их незаконность. Также на этой платформе публикуются предупреждения. На сайте Народного фронта и в СМИ регулярно появляются статьи, видео и инфографика, которые объясняют, как распознать мошенников. И в этом всем им способствует этот портал «Мошеловка». Передача данных в правоохранительные органы также происходит после того, как граждане оставляют данные мошенников на этом сайте. После проверки информация передается в полицию и Роскомнадзор для блокировки сайтов и привлечения злоумышленников к ответственности. Давайте рассмотрим примеры мошеннических схем, которые выявляют проект. Это и фишинговые сайты, имитирующие банки или государственные услуги, ложные сообщения о выигрышах или блокировки счетов, мошеннические звонки и СМС с требованием перевести деньги, а также фейковые интернет-магазины, которые не доставляют товары. Почему это важно? С развитием цифровых технологий мошенничество в интернете становится все более изощренным. Проект «Мошеловка» помогает гражданам защититься от таких угроз, а также способствует снижению уровня киберпреступности в целом. Как присоединиться к проекту? Граждане могут сообщать о подозрительных сайтах, звонках или сообщениях через специальную форму на сайте ОНФ. Это помогает экспертам быстрее выявлять новые схемы мошенничества и предупреждать других пользователей. Проект «Мошеловка» – это важный шаг в борьбе за безопасность в интернете, который объединяет усилия граждан, общественных организаций и государства. Как же не стать жертвой мошенников? И именно об этом наш новый выпуск передачи «Про деньги». И у нас в гостях Васев Тимофей, руководитель молодежки Народного фронта в Республике Саха-Якутия. Именно под его началом и проводятся мероприятия по противодействию киберпреступлениям. Здравствуйте, Тимофей. Здравствуйте. Давайте сегодня, наверное, расскажу о проектах Народного фронта, прежде всего, которые работают на то, чтобы обезопасить граждан нашей страны. Один из таких проектов — это «Мошеловка». И, конечно же, я бы хотел добавить неотъемлемый проект — это «Кибердружина». Прежде всего, кибербезопасность в интернете является приоритетной в настоящее время. И хотелось бы сказать о том, что такой проект, вот как «Кибердружина», да, немножечко отойдем в сторонку, да, вот от мошеловки, направлен на то, чтобы люди работали над тем и с тем, что каждый из них может нести вклад в борьбу с мошенниками, а также с различными организациями, сторонними пабликами, будем называть их даже вот страницы ЦИПСО, да, и вместе привести к общему благу и победе. Конечно же, мне хотелось бы рассказать прежде всего, как работает вот данный вот проект,
который располагается на платформе Telegram. Он работает как Telegram-бот, на который каждый из жителей, я думаю, возможно будет потом вывести. Да, конечно, тег. мы выведем с удовольствием на экран QR-код, который будет вести именно в этот чат-бот, и каждый может туда зайти и посмотреть, чем же занимается кибердружина. Расскажите подробнее о том, вот, как именно происходит регистрация. Платно, это бесплатно? Что это вообще такое? Да, конечно же, это работает на бесплатной основе. И при взаимодействии с «Русской правдой» и кибердружиной ведется работа на платформе. Человек, допустим, вы или я, заходит через QR-код, сразу же у него все, на аккаунты у нас уже всех зарезервированы, мы включаемся, вступаем и начинаем работу. Появляются задания, которых уже на данный момент около 800 штук. Вот каждое задание представляет собой задачу, на которую человек реагирует в реальном времени. То есть это страницы различных пабликов. Которые нужно заблокировать, да? Да, то есть человек заходит, проходит по ссылке, блокирует и, получается, делает скриншот. Отправляет это боту. Бот реагирует на это и начисляет баллы. Благодаря тому, что ведется такая работа, заблокировано около 3000 различных пабликов за начало работы данного проекта. И, конечно же, мы поощряем тех людей, которые участвуют в нем. Прежде всего, это накопление баллов. Там даже есть и вот как в армии идет система званий. Ничего себе, как интересно. Да, вот, идет система званий. И с каждой звания дается какие-то привилегии. Допустим, то есть Допустим, сначала рядовой, да? да, конечно, рядовой, и дальше уже генерал армии, да? Вот, да, кибервойск. Все достаточно просто. И в настоящее время, кроме того, что мы вот сейчас тут недавно касались темы, чтобы по безопасности, по мошенничеству, да, мы должны работать над тем, чтобы это было прежде всего, ну, как-то запоминающееся и, конечно же, увлекательно для людей. Конечно, для молодежи в том числе, потому что им же вот этот процесс игры, это очень важно. Да, а тут игра в реальном времени. Люди могут влиять действительно на настоящее время и дальнейшую работу нашей страны. И хочется сказать о том, что вот на те баллы, которые начисляются, все любят получать какие-то монетки, какие-то. Людям, конечно же, нужен результат. Ну и, конечно же, там есть, будем его называть, лавка поощрений, да, на котором люди могут получать вплоть до подписки, да, платный премиум, за которую там сколько там, 1000 рублей нужно заплатить. Ну да, платят. А здесь люди и сделали благое дело, да, как бы. Мы не говорим, чтобы кто-то скидывал какие-то деньги, приоритеты, донаты, да, те же самые. Нет, это все на добровольной основе. Все зависит только от вас самих. То есть никто не говорит про легкие какие-то заработки, никто не про это. Это про патриотизм, это про помощь людям. Безусловно, вот шутки шутками, да, а проект на самом деле очень серьезный, потому что действительно вот так вот молодежь, вовлекаясь в процесс выявления мошеннических сайтов, каких-то мошеннических платформ, фейковых аккаунтов и так далее, дети получают, дети, молодежь, да, они практически дети, можно сказать, они получают патриотическое воспитание, они начинают понимать, как вообще в целом работают социальные сети, сколько там фейковой информации, сколько там фейковых людей, фейковых аккаунтов, которые на самом деле созданы только для того, чтобы либо обманывать граждан, ничего у них не забирая, просто давая ложную информацию, либо обманывать граждан, но уже грабя их, то есть забирая их деньги. Да, и все это исходит из таких вот программ, потому что в настоящее время те страницы различных организаций, да, тут люди ненароком могут выйти на то, что, допустим, человек, в настоящее время идет специальная военная операция. Человек хочет помочь нашим бойцам в рамках какого-нибудь проекта. И люди, я не называл бы их людьми, мошенники, будем их так. Вот, они создают различные паблики, человек проходит, хочет по ссылке, да, хочет помочь, предоставляет данные, что это все вот пойдет, но нет.
человек обманут. И, конечно же, таких вот историй встречается очень много, что в рамках благого дела человек хотел помочь, а потом у человека сложилось мнение, что да, все они врут. Да, но ведь это же не так. И в рамках вот многих таких задач, проектов, да пусть даже не проект, который для поддержки наших бойцов на передовой, а, допустим, то же самое помочь детям, которые болеют, онкологически больным, да, детям, которых там остались там без жилья, там, да, помощь тем же самым людям, страдающих от паводков, ЧСов, да, там, вот это тоже все включается в себя. Ведь Поэтому мошенники, конечно, они же они не щадят ничем никого. не щадят никого, ни с кем не считаются абсолютно. Что у человека дом сгорел, они подделывают его банковские реквизиты, вставляют туда свои и начинают рассылать. Но действительно, и люди, которые действительно хотят помочь, наталкиваются на такое. И неужели кибердружина помогает выявить вот такие ложные аккаунты? Конечно же. В прошлом году на всеми нам известном фестивале Мосстар мы представляли этот проект главе Республики Саха-Якутия. И просто на ура, это прежде всего молодежь и много известных личностей, да, которые приезжают из других регионов в нашу страну звезд, и ребят из отдаленных районов Республики Саха-Якутия, которые приезжают, и мы сразу же говорим: ребят, слушайте, у нас есть проект, не хотите принять участие? Слушайте, вот вам задание, да, ответьте на них. Ребят, это очень... придумывать не надо, да? Это легко, ребят, вступайте и делайте. И ребята в прямом эфире, вот даже вот глава подошел, когда даже может где-то исходник найти, смотрят, мы ему рассказываем: так, ведем вот такую работу. Он говорит: ребят, молодцы. Вот. И подходят, и, конечно же, мы ребят поощряем. Кому-то, кто быстрее всех нам выполнил все задания, да, помимо тех, что баллов ему еще уже причислили, которые он звание там повысил, ему еще мы даем такой мерч, кибердружину, футболка, кофта, там, стикер-паки. Это все завораживает молодежь прежде всего. Но не за награды, прежде всего работаем. И, конечно же, за время работы заблокировано очень большое количество вот пабликов. И наша задача — это донести до жителей нашей страны, а также для подрастающего поколения, что из себя представляет вот именно сам вот этот информационный мир, сама вот эта вот безопасность, и, конечно же, найти способы, как прежде всего самим научиться, но и других научить. Очень много рассказано про кибердружину, да? Все-таки хотелось бы вернуться к мышеловке. Да, конечно. И наглядно прямо рассказать, как же человек может помочь тому же МВД, да, в поимке или в поиске вот этих киберпреступников. И вообще, чем этот сайт практически полезен для человека? Ну, вообще, работа по выявлению различных преступников совместно с нашими сотрудниками Министерства внутренних дел, да, это у каждого, должен быть понимать, что гражданский долг. И выявление различных преступлений благодаря платформе Мышеловка РФ, да, там будем так и называть. Вот, мы можем с уверенностью сказать, что да, действительно, существует очень много различных историй, которые каждый день говорят, о них пишут, да, то есть вот бабушка, да, вот как недавно говорили, бабушка едет, да, там таксист выявил эту вот ситуацию. Вот, на примере такой истории, то есть кто звонит, с какого номера, как там представляется, вот эту всю информацию необходимо запомнить и дальше передать сотрудникам внутренних дел. Ну или оставить заявку, да, с пометкой того, что вот такой-то, такой-то, такой-то. И если же человек, когда эта база, примерно сходств таких историй много накопится, потому что с одного номера на разные конечно. звонят. Не за день, наверное, там 1000 успевают. Да, конечно, у них там целые подпольные колл-центры, мы можем их так назвать. Как только база наполняется, что действительно вот этот номер и вот эти данные замечены очень часто, передается непосредственно сотрудникам, и при таком взаимодействии мы и облегчаем работу сотрудникам и делаем так, чтобы преступников находили. Да, действительно, выявляю преступления. И, конечно же, в большинстве случаев хочется верить, хочется работать над тем, чтобы люди меньше всего подвергались таким вот опасным. Да? То есть, как был девиз
будьте бдительны, да? Да. Вот, и этот, как там это, не болтай, да? Да, не болтай, будь бдителен там. Да, шпион рядом. А да, сейчас новый у нас слоган стал, это просто не бери трубку. Да, да, не бери трубку. И вот старые былые истины, да, мы можем о них так рассказать, что действительно в настоящее время влияют, не болтай, шпионы рядом, да? Вот, то же самое, не болтай, мошенники рядом, да, и при совместных действиях я бы даже, наверное, разработал вот такие вот плакаты там, да, ну, кстати, есть такие, не бери трубку на вот этих вот баннерах, да, и действительно, как бы это не выглядело банально, да, хотелось бы, чтобы у каждого дома висело такое, не бери трубку, или в каждом подъезде, да, примерно вот такие, очень хочется, чтобы вот благодаря нам и вам проводилась такая большая работа по работе, с гражданами, то есть все больше и больше занимательных и образовательных кластеров совместно с сотрудниками внутренних дел, чтобы у людей всегда была возможность как-то, вот даже те же мошенники, это же не просто вот человек позвонил, да, это специально подготовленные, да, люди, которые в своей мере, они психологически и социологически подготовлены каждому из наших граждан. То есть и найти как-то правильный вот этот момент надавить, да, спровоцировать человека, да. Найти вовремя уловку какую-то, минутку и все. Найти уловку вот в этом, и чтобы человека, можно сказать, морально неподготовленного к этому, то есть, как уже говорили недавно, сказать, то есть, мы из Министерства добрых дел, да, там, вот, у нас на вас тут лежит заявление, и какое заявление? Я добрый, хороший человек. А вы когда-то там оплатили там. Вы дорогу перешли не в положенном месте, а вы наступили на ногу такому-то человеку. Конечно, человек поверит в это. Конечно. Это же позвонили вот оттуда же сверху, да? Но нет, сотрудники такого делать не будут. Если надо, они скажут, в отдел. Пройдем. Приглашение, повестка. Да, повестка, да. Через участкового. Да, через участкового, да. Или же вот то же самое, там, как уже говорили, что к врачу, да, сходить. Банальная ситуация, да, на госуслугах все, у вас закрытая информация, да, там все закрыто, все защищено. Там вы взяли, записались. Но для некоторых вот граждан просто вот на банальном моменте некоторые из людей, просто бывает ленятся. Действительно. Зайти, проверить. Да, действительно, зайти, проверить, узнать какую-то информацию, стать более просвещенным. Зачем оно мне нужно? А потом, когда касается, вот жалко, что это. Но лучше предупрежден, значит вооружен. Да. По вот этому принципу. И один раз отрежь, но 7 раз при этом проверь. Да, проверь, да. И каждый вот из нас, из людей, которые работают на противодействие мошенникам, очень много сегодня слов мошенник. Я бы им какое-нибудь другое слово придумал. К сожалению, другого слова нет, но если оно есть, то оно совсем не для телевизионного эфира. Да. Поэтому, конечно, это очень хорошие люди, которые этим занимаются, потому что, как вы уже тут отметили, что они не обращают внимания ни на возраст человека, ни на социальный статус. И это очень страшно. Их главная задача — это наживо. Да. Нажиться на чем-то, на чужом горе. Да, то есть у человека какая-то проблема случилась, они стараются заработать на нем. Да? То есть ничего не решается. Последнее, да, до нитки обобрать, можно так сказать. Обязательно, да. Это их главная цель. Каждый из вас, дорогие телезрители, должны бороться прежде всего с каждым из таких людей. И если кого-то из ваших друзей, товарищей, соратников, родственников начинают прежде всего обманывать, да, на таких платформах, да, звонками, не стойте в стороне. Даже если вы на улице идете, видите, что кто-то позвонил, старайтесь узнать и помочь этому человеку. Возможно, вы спасете его денежные средства, а в дальнейшем его жизнь.
Да, спасибо большое, Тимофей. Очень интересный разговор у нас с вами получился. Этот разговор, я уверена, будет полезен для всех, потому что это важная информация, и эту информацию человек просто так, наверное, не станет искать в интернете, в отличие от того, как заработать деньги, да, в моменте. Да, легкие Вот, средства. да. Поэтому мы будем говорить об этом. И еще раз большое вам спасибо за то, что пришли ко мне на передачу и ответили на очень много важных вопросов, и мы с телезрителями получили ответы все-таки на главный вопрос, как же не стать жертвой мошенников. Проект «Мышеловка Народного фронта» реализуется при участии и взаимодействии с различными организациями и структурами, которые помогают в борьбе с мошенничеством в интернете. Вот основные категории участников и партнеров проекта. Это правоохранительные органы. В МВД России происходит передача информации о мошеннических схемах для дальнейшего расследования и задержания злоумышленников. Со Следственным комитетом России происходит участие в расследовании особо сложных случаев кибермошенничества. Также партнерами выступают регуляторы и государственные структуры. Роскомнадзор. Он производит блокировку мошеннических сайтов и ресурсов на основании данных, предоставленных проектом «Мышеловка». Также Центральный банк России является основным партнером, ведь информирование о финансовых мошенничествах, связанных с банковскими услугами, картами, переводами, производится в том числе и на сайте Банка России. Прокуратура Российской Федерации производит надзор за исполнением законодательства в сфере кибербезопасности. Ну и, конечно же, общественные организации и экспертные сообщества. Лига безопасного интернета тоже является одним из таких активных партнеров, ведь совместные инициативы по защите пользователей от мошенничества и вредоносного контента – это результат работы как раз сотрудников проекта «Мышеловка» и сотрудников Лиги безопасного интернета. Ну и, конечно, центры цифровой и финансовой грамотности, как региональные, так и федеральные, которые проводят образовательные мероприятия и обучение граждан. Операторы связи, такие как МТС, Билайн, Мегафон, Теле2 и так далее, они производят блокировку мошеннических СМС и звонков. Также крупные интернет-платформы, такие как Яндекс, Mail.ru и так далее, они помогают выявлять и удалять мошенническую рекламу и фишинговые сайты. Ну и, конечно же, главным партнером выступает антивирусная компания, такая как лаборатория Касперского или Доктор Веб. Они производят анализ вредоносного программного обеспечения и фишинговых атак. Безусловно, банки и финансовые организации принимают активное участие в работе этого проекта. Крупнейшие федеральные банки, крупнейшие региональные банки, они все работают в одном направлении. Ведь совместная работа по предотвращению финансового мошенничества, информирование клиентов о новых схемах обмана – это основная деятельность, которая сейчас направлена на защиту граждан от действий мошенников. Конечно, мы можем сказать как о партнере, о национальной системе платежных карт. Защита платежных данных и предотвращение мошенничества с картами – это основная задача, которая стоит сейчас перед такими организациями. Ну и образовательные учреждения не отстают. Университеты и школы, они участвуют в программах повышения цифровой и финансовой грамотности. Также центры дополнительного образования, которые проводят курсы по кибербезопасности. В это число можно отнести и библиотеки в том числе. Нельзя оставить без внимания и СМИ, так как они являются основными информационными партнерами. Федеральные и региональные СМИ, которые распространяют информацию о проекте и предупреждают граждан о новых схемах мошенничества, это главные друзья проекта «Мышеловка». Ну и давайте напомним о волонтерах и активистах. Это те граждане, которые активно участвуют в проекте, сообщая о подозрительных сайтах, звонках или сообщениях. Вообще, проект «Мышеловка» объединяет усилия государства, бизнеса и общества для создания эффективной системы противодействия мошенничеству в интернете. Такое взаимодействие позволяет оперативно выявлять и блокировать мошеннические схемы, а также повышать уровень осведомленности граждан. Еще больше полезной информации в наших новых выпусках передачи про деньги. С вами была Рита Якушева. До новых встреч в эфире.